Всем привет! На этом уроке мы будем рассматривать пиксельный режим для Affinity Designer. Affinity Designer является программой для векторной графики, то есть программой, которая орудует векторами или иначе линиями. Пиксельный режим же позволяет манипулировать с растровыми изображениями, по-другому называют пиксельными. Они состоят из пикселей, или же можно назвать квадратами. И сейчас я покажу вам разницу между растровым изображением и векторным. Давайте, находясь в режиме дизайнер, мы создадим эллипс, или же круг. Нажимаем Shift. И так вот. Выбираем обводку. Получаем вот такой вот синий круг. Давайте его чуть уменьшим. Затем давайте перейдем в пиксельный режим и сделаем тоже круг. Для этого мы выбираем инструмент эллиптическая область, зажимаем тоже Shift и вот таким вот образом делаем область, внутри которой мы просто используем инструмент сплошная заливка. Для этого мы нажимаем на него, выбираем цвет. Так, сначала надо выбрать выделение. Выбираем заливку, выбираем цвет, который мы хотим закрасить, и нажимаем. И вот у нас получилось синий круг и красный круг. Красный круг — это у нас пиксельное изображение, то есть оно состоит из пикселей или же квадратов. А синий круг, оно полностью сделанное из вектора. Давайте посмотрим поближе, в чем же их разница. И вот их главная разница. Как можем видеть, синий круг, он полностью прямой, то есть у него нет никаких вот таких вот заостренных, так скажем, углов. А круг же, этот красный, он состоит полностью из пикселей. Давайте мы выберем инструмент кисть рисования и уменьшим его до 1. Выберем какой-нибудь фиолетовый цвет и попробуем здесь порисовать. И как мы можем видеть, вот здесь вот везде квадратики. И даже смотрите, когда я выбираю область, где нужно закрасить, тут красятся именно квадратики. А вот здесь вот он состоит не из, собственно, квадратиков, поэтому он такой прямой. Вот. Увеличивайте их сколько хотите, но таких вот квадратных разрезов вы не увидите. Как, например, вот здесь. Сейчас. Вот это их главная разница. И поэтому тем самым векторная графика, то есть вот этот вот синий кружок, он будет весить больше места в вашем жестком диске или в любом другом накопителе. И поэтому его используют для, например, логотипов каких-нибудь компаний, каких-нибудь там красивых почерков и так далее. Таких, знаете, маленьких рисунков, которые как бы они есть везде, но замечают их не всегда. А вот пиксельные же, это у нас те же фотографии получается. Например, то, что вы делаете фотографию на телефоне, это у вас уже получается цифровая фотография, которая сразу же переносится в растровый вид, то есть в пиксельный, то есть вот такие вот квадратики. Мы можем также рассмотреть другой пример. Вот здесь. Здесь тоже все наглядно показано. Вот у нас получается слева растер, пиксельное изображение, а вот справа у нас вектор. Преимуществом у векторов является то, что оно не теряет качество при увеличении изображения. Например, вот как видите здесь,
S у нас такая, ну, более-менее понятная. А вот здесь вот она уже видно, что она такая уродливенькая. А вот вектор же, ну, хоть сколько увеличивай, оно не будет терять качество. Вот это главное их различие. И в следующем уроке мы будем рассматривать инструменты для пиксельного режима. А на этом пока все. Всем спасибо за просмотр.